Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел совещание по аграрным вопросам. В Ашхабаде открылся Центр дополнительного образования Россотрудничества. Туркменский писатель удостоен международной литературной премии и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по цифровой системе с участием заместителя председателя Кабинета министров Атахалыева и Хакимов Вилаятов. На совещании обсуждались темпы работ в аграрном секторе и в регионах страны. Концерт иранского рэпера туркменского происхождения Эмина Рассена, состоявшийся в спортивном комплексе по зимним видам спорта, открыл собой масштабный концертный марафон звезд зарубежной эстрады в Ашхабаде. В начале концерта Эмин Рассен поделился с публикой тем, что для него большая честь дать концерт в Туркменистане. В его исполнении прозвучали патриотические песни, которые передавали гордость певца своими историческими корнями. В Бахалском вилаяте Туркменистана введены в эксплуатацию два важных инфраструктурных объекта. Водоочистное сооружение в городе Теджен мощностью 30 тысяч кубометров питьевой воды в сутки и канализационное очистное сооружение в Этрапе Акбугдай производительностью 15 тысяч кубометров в сутки. В Русском доме в Ашхабаде при поддержке Россотрудничества открылся Центр дополнительного образования. В торжественной церемонии открытия принял участие посол Иван Волынкин. Он пожелал юным посетителям центра успешного обучения и больших достижений в будущем. В Анкаре состоялась церемония вручения литературной премии Тюркского мира, организованная Высшей организацией культуры, языка и истории имени Ататюрка. Из Туркменистана этой премии был удостоен редактор отдела журнала «Карагум», народный писатель Туркменистана Давлетгельдиан Намурадов. В Ашхабаде состоялся торжественный прием в честь 73-й годовщины Дня независимости Ливии. В мероприятии участвовали временный поверенный в делах посольства Ливии Махмуд Абдулазиз Хасан, председатель торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов, представители дипломатических миссий и бизнес-сообщества. После официальной части гости смогли попробовать традиционные ливийские блюда и ознакомиться с экспозицией посольства Ливии в фойе отеля «Йылдыз». В Туркменбаши прошла церемония открытия нового здания консульства Республики Казахстан. Посол Казахстана в Туркменистане Нурлан Нагаев в своем выступлении подчеркнул, что основой успешного сотрудничества между Астаной и Ашхабадом является диалог между лидерами двух стран. Шанхай вновь подтвердил свой статус крупнейшего в мире контейнерного терминала. За год объем перевалки грузов в порту превысил 50 миллионов стандартных контейнеров, что является новым мировым рекордом. Экономическая комиссия ООН для Африки представила доклад о демографических перспективах континента, согласно которому численность населения Африки к 2050 году вырастет до 2,5 миллиардов человек. В документе отмечается уникальная демографическая особенность. Средний возраст жителей континента составит всего 20 лет, что сделает Африку регионом с самым молодым населением в мире. Футболисты Аркадага обыграли со счетом 1-0 Ахал в финальном матче Кубка Туркменистана. Встреча прошла в Ашхабаде. Автором единственного гола стал Беген Чакмамедов. Таким образом, Аркадаг выиграл 3 трофея за сезон: чемпионат Туркменистана, Кубок Туркменистана и Суперкубок Туркменистана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.